Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства, ролик был создан исключительно образовательных и познавательных целях. Берегите себя. Сегодня мы разберем с вами данную тему, по поводу нохчи, которые пытаются нам навязать, говоря, что ингуши нохчи-нахчи. Это не раз они говорили те самые чеченские историки, особенно это говорил Хасан Бакаев в своих видео, и те самые чеченские статьи, которые нагло говорят, что ингуши это нохчи. Но мы с вами их разоблачим и поставим точку. Я хотел бы показать вам видео данного индивидуума, который говорит, что ингуши это нохчи. Нет ингушского языка, есть чеченский язык, нет нации ингуш, есть нация чеченец. И для тех ингуштинцев, которые утверждают обратное, это видео будет полезным. Мнение профессионального лингвиста Айна, Великобритания. Если язык не состоит из двух и более диалектов, то он сам является диалектом другого языка, а в так называемом ингушском языке только один диалект, и то они говорят на чеченском языке острый диалект. Соответственно, ингушского языка нету, как и самого народа. Где ингушские земли? Если отрезать наши земли по 1924 году и Дишн, Ламджерах, то не остается ничего. И плюс к этому Молгобек с Цидахом. Не может такого быть у двух разных народов типы одинаковые. Орской среди ингушей есть Чойвы, Центароевы, Хачароевы, Илхароевы и так далее. Основной костяк так называемого ингушского народа состоит из этих чеченских типов. Вашингтон Ирвинг пишет: единство чеченцев не было расклеено даже в начале 19 века, ибо план по созданию отдельного этноса из чеченских племен назрел позже. Арсений Ждановский, епископ Русской Православной Церкви, пишет: ингуши — это отделенное от чеченцев племя, которое стало развиваться под крылом Русской империи. Владимир Иванович Марковин, советский археолог, пишет: процесс образования ингушского народа завершился в конце 19 века. Резван Приев пишет: ингушский язык не существует, как и самого народа, употребляемый ингушами говор — это чеченский язык острого диалекта. Виктор Александрович Нейман, советский археолог, пишет: имперское устройство непокоримого чеченского народа предприняло коварный план покорения этого народа, а в нем не было возможным в виде обстоятельств. Россия начала разделять чеченцев на умеренных и агрессивных, а наконец назрел план ударить в сплоченность, этим самым разделив и образовав ингушский народ исключительно из чеченских племен. Например, видный ученый Кавказовед и военный историк Адольф Петрович Бержей еще в 1859 году, перечислив целый ряд чеченских и ингушских обществ, назаровцев, карбулаков, галашовцев, жираковцев, пестов, долгаевцев, заринцев, акинцев, пешкой, ичкеринцев, качкалыковцев, мичиковцев, алповцев, чеченцев тёркских, чеченцев служинских и чеченцев армянских отмечал. Вот исчисление всех племен, на которые принято делить чеченцев. В строгом же смысле деления это не имеет основания. Самим чеченцам оно совершенно неизвестно. Они сами себя называют нахча, то есть народ, и это относится до всего народа, говорящего на чеченском языке и его наречии. Упомянутые же названия им были даны или от аулов, как Цори, Галгай, Шато и другие, или от рек и гор, как мичиковцы и качкалыки. Весьма вероятно, что рано или поздно все или большая часть переведенных нами имен исчезнут, и чеченцы удержат за собой одно общее наименование. Бержей Адольф Петрович, Чечня и чеченцы, Тифлис, 1859 год, страницы 65-66. Как видим, автор данного видео не дружит своей головой. И они ссылаются на одни и те же источники, которые якобы говорят, что ингуши себя называли нохчи. Давайте посмотрим, насколько она состоятельна. Например, они приводят источник Бержи, который на странице 73 написано следующее. Вот исчисление всех племен, на которые принято делить чеченцев. В строгом же смысле деления это не имеет основания. Самим чеченцам оно совершенно неизвестно. Они сами себя называют нахче, народ, и это относится до всего народа, говорящего на чеченском язык не в наречиях. На каком же основании Берже делает вывод, что все нохчи? Разве ингуши когда-нибудь сами себя называли нохчи? Почему он не приводит ни одного предания ингушского со слов ингушей, где они заявляют, что они якобы нохчи? Ведь приводит же он предания чеченцев и даже называет их реальные имена. Не приводит, так как их не было. Надо полагать, что основная причина этого, как и других подобных высказываний, лежит в безосновательной попытке классифицировать ингушский язык, как диалект чеченского. Ниже приведем доводы по поводу того, что это был необоснованно поспешный вывод некоторых языковедов, причиной которому была банальная малоизученность предмета. Затем они приводят как самостоятельный довод цитату Дубровина, но открывая Дубровина мы видим почти полное копирование текста и даже прямую ссылку именно на эту цитату Берже. Разве является самостоятельным и собственным аргументом банальное цитирование другого автора? Для них может, и да поэтому в контексте данной темы вычеркиваем Дубровин. Затем они цитируют Пота. И чтобы вы думали, Пота приводит ту же цитату Берже как и Дубровин, не больше и не меньше. То есть приводит одни и то же источники Бержи, и еще два авторов, его цитирующих, преподносят как 4 самостоятельных аргумента. Нельзя так не уважать своих читателей. Далее идет ссылка на Дмитрия Романовского, который якобы также ингушей называет нахчами. Романовский ингушей вообще не упоминает. В бассейн Сунжи и на северном склоне Андийского хребта живут чеченцы или нахча. Этот народ всегда составлял республику вполне демократическую, и отличался своей страстью к хищничеству и необузданной свободой. В первый раз он вполне подчинился власти только в лице Шамиля. Удали ловкость чеченцев в последнее время приобрела всеобщую известность. Чеченцы исповедуют магометанскую веру, но фанатизма в них всегда замечалось менее, чем у жителей Дагестана. Испытав над собой власть имама, чеченцы большую частью с радостью, и можно думать искренно, перешли ныне под владычество России.
Ингуши в подавляющей своей массе не состояли в имамате Шамиля и не подчинялись его власти. Если автор этого не знает, значит не владеет предметом, и стало быть его сообщение теряет всякий исторический смысл. Последующий им приводимый довод, цитата из книжки Видены Аума «Путеводитель и собеседник в путешествии по Кавказу 1888 год», страница 70. Некомпетентность автора в этом вопросе выдает факт того, что он приводит несуществующие данные. Цитирую. В старинных русских дипломатических актах, относящихся к 16-17 столетиями, упоминается в горах по Тереку на... Все эти грузино-русские дипломатические переписки давно выявлены и хорошо изученные маршруты этих посольств определены, и нет в них ни одного упоминания в горах при Терекета есть Дарьялприм. Народа Мичкизы. Река Мичик и Мичиковцы, Мичкизы всегда были в Терско-Сулакской низменности Кумыкской плоскости, но никак в верховьях Терека. Если эти те самые чеченские историки, как и Виденбаум, считают, что такие источники имеются, то пусть приведет хотя бы один. Далее Виденбаум упоминает Галгаев и Глигвов как отдельные племена, не зная, что второе лишь грузинская версия первого. После этого, остальные умозаключения Видены Аума по нашей теме теряют свою значимость, ввиду невладения вопросом. Теперь про Услара, на которого ссылается Хасан. Услар и другие языковеды того времени, поверхностно изучив предмет, поспешили записать ингушский язык в диалект чеченского. Фактически это и стало причиной того, что ингушей стали приписывать к чеченцам в конце 19-го – начале 20 веков. На это обоснованно указывает и лингвист Генка, детально исследовавший ингушский язык. Но я не буду зачитывать источник, потому что он слишком длинный, можете поставить на паузу и зачитывать источник, я за это извиняюсь. Более того, современные лингвогенетические исследования ингушского и чеченского языков говорят о том, что чеченский язык отходит от ингушского. Более 1000 лет назад очевидно, что ингушский язык был необоснованно, в силу малоизученности и спешки, записан в чеченские деятели того времени, на основании этого нас записали в чеченцы. Стало быть, и заключение Услара, Загурского и десятков авторов, которые, отталкиваясь от их работ и выводов, записали ингушей в чеченцы, можно справедливо считать необоснованными. Получается, что большая часть статей чеченских историков – это цитирование одной и той же работы Берже, разными авторами и несостоятельные выводы Услара по поводу ингушского языка. Приведем еще раз часть цитаты Берже и проанализируем ее историческую обоснованность. Вот исчисление всех племен, на которые принято делить чеченцев. В строгом же смысле деления это не имеет основания. Самим чеченцам оно совершенно неизвестно. Они сами себя называют нахче, народ, и это относится до всего народа, говорящего на чеченском языке в его наречиях. Относится до всего народа, говорящего на чеченском языке, то, что ингушский язык это не чеченский и не его диалект. Мы привели достаточно аргументов, следовательно понятие нохчи к ингушам отношения не имеет. Они сами себя называют нахчи, никогда ингуши сами себя не называли нахчи или нохчи. До нас не дошло, что когда-то наши предки сами себя так называли. Более того, нет ни одного записанного предания или повествования с ссылкой на реальную личность ингуша, который бы заявлял, что ингуши происходят от нохчи. Почему же тогда Берже не приводит имя хотя бы одного информатора? Потому что его нет, а вся эта гипотеза построена на поверхностном исследовании ингушского языка. А вот дальше в своей работе Берже приводит реальную этнографию, называя имена нохчи информаторов, а не свое умозаключение, основанное на работе Альшевского и других авторов. Одноглазый араб пришел из Аравии в Константинополь, откуда он, боясь преследования за несчастный случай, в котором он попес сыну одного с патнага вельможи смертельный удар, бежал и по купеческом судне прибыл на Кавказ. Здесь, странствуя из одного места в другое, он наконец зашел в нынешних Чеченские горы, где в то время жили три одновременной фамилии или рода Галгай, Аки и Шатой. Галгаевцы радушно приняли Али, так звали пришельца, который был в восхищении простотою и независимости жителей и дикими красотами здешней природы. Ловкость, смытливость и блестящее красноречие Али, столь свойственное арабам, очаровали в свою очередь жителей.
Али навсегда поселился у Галгаев и, женившись, вскоре прижил сына, которому дано было имя Нахчи. По смерти Али, Нахчи сделался предприимчивым и отважным галгаевцем. Предание говорит, что он увез какую-то калмыцкую ханшу с ее прислужницей в то время, когда они купались на минеральных водах в нынешнем Пятигорск. Эти предания мы рассказываем со слов природных чеченцев, долго живших в непосредственных сношениях с низовым и горным чеченским населением, имена их Заур и Саид Курт Магомед. Стало быть, по работе Берже, все вайнахи это чеченцы или нахчи, а нахчи происходят от галгаев. Что, кстати, подтверждал и профессор Яковлев. Когда же сложились чеченцы, как национальность? Со второй половины XVI века начинается эмиграция ингушских племен из Нагорной полосы на теперешнюю чеченскую плоскость. Эта эмиграция вытеснила гребенских казаков с места их первоначального поселения по реке Сунжа-Затерек. Многочисленные нагорные племена из Нашаха, с верховьев Аргуна и из Чеберлоя вновь перемешались на плоскости, подпали под влияние соседних плоскостных культур русской, кабардинской, ногайской, кумыкской, калмыцкой и дали в результате новую культурную область с новыми центрами, в которых сформировались новая культура и новый язык чеченский. И будучи владея ингушским, ему хватило компетентности не назвать ингушский язык чеченским. Подытоживая тему, скажем, что чеченские историки в своей статье пытаются у читателя вызвать иллюзию множественности самостоятельных источников, то есть ввести в заблуждение. На деле же это цитирование разными авторами одного и того же Берже. Сама же эта цитата не выдерживает критики.